أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم с именем Аллаха, всемилостивого и всемилосердного. Аллах Субхану ва Тааля всемилостивый и всемилосердный. Его милость охватывает все, что Он сотворил, создал. Он создал по своей милости. И своим милосердием Он будет нас впускать в рай. То есть в рай попадут только те люди, на которых Он смилосердится. А на кого Он смилосердится, то мы это уже понимаем, на тех своих праведных рабов. Потому что его первое, то, что он сказал, «Ома халактуль джинналь валь инс илля лиябудун», то, что я создал людей и джиннов только для того, чтобы они мне поклонялись. И кем, значит, он будет доволен? Он будет доволен теми, которые представляют себя его рабами, что те, которые ему поклоняются. Иначе невозможно. Аллах Субхану ва Тааля для этого Он создал наши души и образы в один прекрасный день. И «Ва ашхадахум», говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Аласту би раббикум», представил перед собой и сказал: «Не я ли ваш Господь?» «Калу баля», сказали: «Да, о Аллах». «Шахидна», свидетельствуем, что это Ты, наш Господь, что Ты, тот, который нас создал, который нас кормит, дает нам достаток, дает нам жизнь, воздух, дает нам пропитание, одежду, дает нам жизнь в этом мире, то Ты действительно наш Господь. Но когда они приходят в этот мир, будучи уже людьми в теле, говорит Аллах Субхану ва Тааля, они забывают то, что они когда-то обещали в Аль-Мисаке, забывают свой договор, заключенный с Аллахом. Что они тогда сказали: «Нашхаду, Алла иляха илля, что аннака раббуна», что нету никакого божества, существа, вещи, идеи, достойного поклонения, кроме как Аллаха, что Ты наш Господь, о Аллах. И для того, чтобы мы точно уже правильно, точно, чтобы у нас было действительно наше поклонение, для того, чтобы мы не смогли в судный день сказать: вот я ведь правильно все это совершал, о Аллах, хотя мы иногда совершаем беспечность. Да не иногда, больше половины своей жизни мы живем в беспечности. И для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля нам точно показал, что вот здесь вы были беспечными, а вот здесь вы были искренними, Он дает нам такое понятие, как испытание, имтихан. И что он говорит? «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, ва ланаблуаннакум бишай'ин минал хауфи валь джу'i ва нақсин минал амвали валь анфуси ват самарат ва башширис сабирин». И мы испытываем вас, о Мухаммад, скажи своей общине, говорит Аллах Субхану ва Тааля, и мы испытываем вас недостатком, разными бедствиями, несчастьями, в вашей жизни, в ваших достатках и в ваших душах, вашими душами, всем мы вас испытываем, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Нужно вот просто знать, что эта жизнь, эта дунья, это целое единое испытание Аллаха. Мы же знаем, что как Аллах испытывал пророков, как Аллах Субхану ва Тааля, Он такой, что Он дал жизнь Адаму, алейхиссалям. Он испытал его райской пищей. Нух, алейхиссалям, он испытал своим племенем. 950 лет он призывал, в течение 950 лет, он призывал к свою умму, к Аллаху. И достиг очень малого. Испытал, его били, над ним издевались. Муса, алейхиссалям, Ибрахим, алейхиссалям, тоже прошли через эти испытания. Аюб, алейхиссалям, который стал пищей для червей, и Юнус, алейхиссалям, который стал кусочком пищи для рыбы. Все это испытание.
Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, переживал какие испытания. То, что человек из аристократической семьи, из аристократического рода, вдруг переживает голод, переживает такие унижения, страдания. Но что говорит Аллах субхану ва тааля? «Вабашшири сабирин». И обрадуй, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, верующих, если они будут терпеливыми, то Аллах субхану ва тааля даст им за это рай. Инна Аллаха ма'ас сабирин, потому что Аллах субхану ва тааля с теми верующими, которые терпеливо сносят все те испытания Аллаха, которые на них возложены. То, что мы испытываем, какое-нибудь несчастье, какие-нибудь бедствия, какие-нибудь трудности, это же подарок от Аллаха. Так считают мусульмане. Но для неверующих это, конечно, наказание. Они сами воспринимают это как наказание. Мы же знаем, что это подарок от Аллаха. Однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал, что те люди из моей уммы, которые не испытываются какой-нибудь болезнью, какими-нибудь трудностями, и какой-нибудь голодом, или если кто-то их не обидит, или что-то не оскорбит, то они не от меня. Женщина, которая присутствовала, прибежала домой к своему мужу и говорит: давай пошли. Взяла за руку своего мужа и говорит: давай, побежали к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит: а что случилось? Разведи меня перед ним. Он говорит: что случилось? Мы живем душа в душу. Столько лет мы живем с тобой душа в душу. Ни одного у нас конфликта не произошло. Что же случилось? Говорит он. Давай, пошли. Разведи меня. По пути, когда они бежали, она заставила его бежать. Они бежали, и он споткнулся, упал и сломал себе ногу. После этого его жена говорит: миленький мой, как я готова служить тебе, ты действительно любимец Аллаха. И подняла его на руки и понесла домой. Он вообще в недоумении: ты что с тобой случилось? Ты почему? То сначала побежала к пророку Мухаммаду, то есть взяла меня за руки и побежали мы с тобой для того, чтобы я развел тебя. А потом сейчас, когда я споткнулся, сломал ногу, ты говоришь, что миленький ты мой, и взяла на руки и отнесла меня домой. Она говорит, что я слышала, как сегодня Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что если кто-то из моей уммы не подвергается испытанию Аллаха, то он не от нас. Я поразмышляла и вспомнила, что ты никогда не испытывал никаких трудностей, испытаний. Ты никогда не болел, ты никогда не чувствовал голода. Все у нас, все хорошо. Даже я тебе не перечу. И вот думала, что значит Аллах тебя не любит. Значит, ты не из уммы пророка. А я с тем человеком, который не из уммы пророка, с тем человеком, которого Аллах субхану ва тааля не любит, я не хочу жить, подумала я. И в это время, когда мы бежали с тобой к пророку Мухаммаду, ты споткнулся и сломал свою ногу, то я поняла, что Аллах любит тебя, что Он насылает на тебя испытания. И я вздохнула облегченно и поблагодарила Аллаха, и подумала, что я счастлива. Что я счастлива из-за того, что я живу с тем человеком, которого Аллах испытывает, то есть на которого падает любовь Аллаха. Мусульмане, исходя из этого, каждую трудность, все, что бы ни случалось, они всегда знают, что любое испытание – это от Аллаха. Мы же веруем. То есть имам Муфассал, столпы веры, где объясняется «Аманту билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири вал кадари шаррихи ва хайрихи мин Аллаха Та'аля». То есть мы верим в Аллаха и в Его ангелов, в книги, в пророков, в судный день и в судьбу, что все хорошее и все трудное и все плохое, все это от Аллаха. Мы принимаем все от Аллаха. То есть, если у нас сегодня радостное состояние, мы говорим «Альхамдулиллах». Если нас настигает трудность, мы говорим «Альхамдулиллах» и терпим, становимся терпеливыми, проявляем сабр. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям из-за этого и говорит, что
Счастливы верующие, моя умма счастлива. Если их настигает какое-то благословение Аллаха, какое-то счастье от Аллаха, какой-то достаток, они благодарят и говорят «Альхамду лилляхи, Раббил алямин». А когда их настигает трудность или несчастье какое-то, они опять благодарят Аллаха и терпят, совершают сабр. Они счастливы, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мы, мусульмане, знаем, что каждая наша жизнь, каждая секунда нашей жизни – это испытание от Аллаха. То, что мы пришли в этот мир, уже есть испытание, имтихан. Если бы мы не пришли в этот мир, то как бы мы смогли потом сказать, что «О Аллах, я вот старался ради Тебя». Но мы видим, что некоторые, рождаясь, умирают, некоторые не достигая совершеннолетия, умирают из этого, уходят из этого мира. Но это те, на которых пало благословение Аллаха субхану ва тааля. Некоторые, как мы, уже продолжаем жизнь и терпим всякие испытания Аллаха. И знаем, что что бы ни случилось в этом мире, все это от Аллаха. Из-за этого мы относимся ко всем творениям Аллаха, так же, как и к самим себе. Из-за этого Аллах субхану ва тааля что говорит в Коране? «Лан таналуль бирра хатта тунфику ма тухиббун». То есть вы не совершите благодеяние, пока вы не полюбите своему товарищу то, что вы любите для себя. То есть уважайте всех тех, которые окружают вас, потому что все вы махлюк, то есть все творения Аллаха. Да, но мы не любим и ненавидим действия некоторых людей. Этих людей мы уважаем как люди, как творение Аллаха, но ненавидим действия, которые идут против Аллаха. И всячески хотим объяснить им, не переходя границы. Добром, злом невозможно достичь добра. Добра можно достичь только посредством добра. И мы терпим, благодарим Аллаха, что мы живем в этой жизни, что бы ни случилось с нами. Кого-то Аллах субхану ва тааля испытывает болезнью, кого-то испытывает детьми, кого-то испытывает своими супругами, кого-то испытывает разными там соблазнами этого мира, богатством, женщинами или чем-то, или мужчинами. Разными вещами Аллах субхану ва тааля испытывает. Что же мы должны делать? Мы должны быть терпеливыми, мы должны терпеть, благодарить Аллаха и стараться изо всех сил не подчиняться своему нафсу, тем чувствам, низшим своим чувствам, которые нас поведут по пути шайтана. Да убережет нас Аллах от пути шайтана и поведет праведным путем сират аль-мустаким и сделает так, чтобы мы достигли его довольства. Потому что, почему мы так говорим? Потому что Аллах субхану ва тааля в Коране говорит: «Ради Аллаху анхум ва раду ан». Если Аллах не будет доволен нами, то в нас не пробудится довольство Аллаха. Только Аллах все пробуждает: и любовь к себе, и довольство к себе, и праведность нашу. Аллах субхану ва тааля ведет: «Ман юдлилилля фаля хадия ла, ва ман хадаху ла мудлил». То есть, кого Аллах субхану ва тааля заблудил, ему нету прямого пути. Кого Он вывел на хидаят, на прямой путь, он никогда не заблудится. Раббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллаху акбар.